Международный конкурс «Мисс Земля» – один из 4 крупнейших мировых конкурсов красоты, проходит ежегодно уже 10 лет. Его главное отличие от других конкурсов – акцент на проблемы экологии. Мы верим, что королевы красоты могут и должны быть защитниками экологии и матери Земли, сказано на сайте международного конкурса. Надежда Лысенко – организатор российского этапа конкурса «Мисс и миссис Земля». В этом году впервые он пройдет в Абхазии. Нашему проекту уже в этом году будет 5 лет. На самом деле это международный конкурс «Мисс и миссис Земля», и ему более 10 лет на международной арене. Мы, как всероссийские представители, нам 5 лет, 5-летний юбилей. Почему именно 5-летний юбилей здесь? Это масштабное зрелище, которое объединит в себе девушек Абхазии, девушек России. И это 30 регионов России. Мне бы хотелось привлечь как можно больше внимания к Абхазии, к природе, красоте, культуре. Как и международный конкурс, его российский этап отбирает конкурсанток, которые могут похвастаться не только красивой внешностью. Красота внешняя обязательно должна сочетаться с красотой внутренней, отмечает Надежда Лысенко. Наши 5 китов – это культура, красота, политика. Наши девушки несколько раз участвовали на различные темы, важные темы в Государственной Думе на заседаниях, на круглых столах. Финансовый университет при правительстве РФ, еще Олимпийский комитет, олимпийские чемпионы, спортивную подготовку девушкам давали и выбирали мисс и миссис спорт. Помимо конкурсанток из России, к участию приглашаются абхазские мисс и миссис. Абхазский представитель конкурса и соучредитель Российско-Абхазской ассоциации культуры, спорта и красоты Оксана Каминская рассказала о требованиях кастинга, который пройдет 8 мая в Сухуме. Мисс и миссис, то есть мисс – это не замужние, а миссис – это замужние девушки. Возрастная категория от 18 до 48 лет. То есть здесь нет таких модельных параметров. Как говорила Надежда, что здесь рассматривается как и внешняя красота, да, естественно, она должна быть, и так и внутренняя красота. Поэтому дается несколько дней девушкам, практически неделя, на то, чтобы мы рассматривали их не только на сцене в красивом платье и с красивой прической, а также как они себя проявят за всю эту неделю. Конкурсантки из России приедут в Абхазию 9 июня и за последующие 5 дней примут участие в насыщенной программе. В ней встреча с главой государства, футбольная тренировка с Ахриком Цвейба, занятия в Абхазском стрелковом клубе, экскурсия на Рицу и в Новый Афон. И все это не считая ежедневных репетиций, примерок и фотосессий. Будет еще вечер знакомства и, конечно, финал конкурса 13 июня. Чего не будет, так это дефиле в купальниках. В этом году у нас место выхода в купальниках, который, да, действительно возможен на территории России, но здесь мы сделали выход в национальных костюмах. Все-таки Абхазский драматический государственный театр, да, то есть он не приемлет купальников, так как в Кремлевском дворце выпустить девушек в купальниках. Министр культуры Гудиса Агарба поблагодарил учредителей Национальной ассоциации культуры, спорта и красоты за возможность проведения такого конкурса в Абхазии, подчеркнув, что Министерство культуры будет оказывать всяческую поддержку в организации. На наш взгляд, это крайне интересный проект, он довольно масштабный, и, насколько мне известно, более 50 конкурсанток будут принимать участие в данном конкурсе. И в данном случае с представителями, с нашими гостями, руководителями, учредителями Национальной ассоциации нами проговорены ряд проектов, которые мы в будущем будем совместно реализовывать. И на данном этапе нами было принято решение, конечно же, оказать содействие в организации, в реализации конкурса. Победительница «Мисс и миссис Россия Земля» поедет представлять свою страну на международном конкурсе, который в этом году пройдет в Мьянме. Впервые такая возможность будет и у абхазских конкурсанток. Они будут оцениваться отдельно от российских и получат свои короны «Мисс» и «Миссис Абхазия». Победительницы также отправятся на международный конкурс и смогут выступать под абхазским флагом. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.